На лицах кадетов Кызыльского президентского кадетского училища можно уловить тень беспокойства. Отчасти потому, что им предстоит, хоть и через камеру, предстать перед министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Однако взгляд вперед их тверд и уверен, что бы ни случилось впереди. На прямой связи с Министерством обороны в эти часы были президентские кадетские училища по всей России. Министр обороны по видеоконференц-связи обратился к кадетам с напутственными словами. Уверен, что личный состав образовательных организаций Министерства обороны успешно подготовит квалифицированные военные кадры, способные решать любые задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности. Уважаемые товарищи, поздравляю всех с Днем Знаний. Сначала нового учебного года. Желаю новых достижений и побед, крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде на благо Родины. Всем спасибо. Кадет Андрей Зорин поступил в училище в этом году. Сейчас он будет учиться в 5 классе. За несколько недель в стенах военного училища жизнь по уставу для Андрея стала привычной. Я решил поступить, потому что у меня папа военный, ОМОН. Я от учебы ожидаю одни сюрпризы. Я уже почти привык к распорядку дня. И распорядок дня не такой уж простой. А ложитесь спать во сколько? Ложимся спать в 21. Я буду учиться хорошо, чтобы стать космическим летчиком. Это твоя мечта, да? Да. Впереди у кадетов годы напряженной и интересной учебы. Главная цель престижного учреждения – подготовить для страны высококлассных специалистов в различных сферах. Благодарю педагогический коллектив училища за творческий упорный труд, за высокий стандарт обучения кадетов и пожелать новых достижений. От всей души приветствую новое пополнение кадетов 5 классов. Желаю вам побыстрее влиться в дружную кадетскую семью, настроиться на учебу, испытать свои силы в научно-познавательной деятельности, в творчестве и спорте. А для выпускников, начавших учебный год, пусть станет самым плодотворным стартом для следующего этапа жизни. В Кызыльском кадетском училище учатся не только дети из Тувы. Много ребятишек из Сахалинской, Омской областей, республик Бурятия и Башкортостан. Последние несколько лет по договору между Министерством обороны Российской Федерации и Монголии в училище обучаются также 15 монгольских кадетов. Педагогам Кызыльского президентского кадетского училища. Именно вы искренне и бескорыстно дарите кадетам теплоту своих сердец, с удовольствием делитесь с ними своими знаниями, идеями, способствуете формированию характера и жизненных ценностей. Именно вы, дорогие мои преподаватели, закладываете основу инженерного мышления кадет для развития экономики нашей необъятной страны и формируете нравственные качества для стремительного применения искусственного интеллекта. Обучением детей и обеспечением условий для качественного образования в училище занимаются более 200 сотрудников. Во время торжественного построения лучшим из них вручили награды Минпросвещения РФ. Благодаря усилиям наставников выпускники президентского училища ежегодно показывают блестящие результаты на ЕГЭ и без особых проблем поступают в престижные вузы России. Самая хорошая и лучшая успеваемость у меня по предметам таким, как алгебра и геометрия. Они мне легко даются. А вам? Мне нравятся предметы обществознания, история и биология. Что планируешь в дальнейшем после выпуска? Куда поступать? Я хочу поступить в военный вуз Министерства обороны на факультет психологической службы. То есть я буду сдавать предметы обществознания и биология. Ты? В будущем хочу тоже поступить в университет в УМО и буду сдавать такие предметы, как общество и профильная математика. Специальность какую? Специальность экономическая безопасность. Будущим выпускникам предстоит сделать судьбоносное решение – определить свой дальнейший жизненный путь. Новому набору предстоит освоить объемную образовательную программу. Всем им, однако, предстоит стать достойными гражданами России. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува-24.